День за днем корреспонденты нашего телеканала следят за событиями в республике и за ее пределами. Сегодня, подводя итоги этой недели, мы расскажем вам о самых главных из них. Вы смотрите программу «Якутия. День за днем». В студии Сергей Михедов. Здравствуйте. И вот о чем мы расскажем сегодня. Льготы на транспортные услуги в сфере образования, досуга и культуры. В Якутии расширены меры поддержки семей, у которых 3 и более ребенка. Сибирский осетр – одна из самых крупных и ценных видов рыб, находится под угрозой исчезновения. В этом году мальки празднуют новоселье в местности Улахана. В Ленске жителям микрорайона Чанчик рассказали о возможности газификации и о льготах, предоставляемых государством. В железных дорогах Якутии у меня появилась цель, так говорит Михаил Воронцов, житель Алдана, о трудовом пути и о спорте. Сюжет, посвященный Дню железнодорожника. А в столице Южной Якутии появится второй парк. Нерюнгри победил во всероссийском конкурсе лучших проектов, когда откроют общественное пространство. В Ленске отменили режим чрезвычайной ситуации, введенный из-за лесных пожаров. На сегодняшний день в районе было зарегистрировано 3 лесных пожара, все они ликвидированы. Благоприятно повлияли погодные условия. Регулярно был задействован в работе бортзондировщик. Общая площадь, пройденная огнем, составляет почти 1200 гектаров. Сегодня огонь тушат более 40 человек. Ситуация, как я сказал, уже стабилизировалась. С сегодняшнего дня мы снимаем в Ленском районе режим чрезвычайной ситуации. Тем не менее, хочется обратиться к жителям района с просьбой о том, что режим чрезвычайной ситуации по республике в целом он сохраняется. Ситуация достаточно сложная, учитывая то, что в август месяц у нас активизируются граждане нахождения в лесах, это и грибники, и ягодники и так далее. Просим всех соблюдать меры пожарной безопасности в лесах. Глава Якутии встретился с героем Российской Федерации Игорем Юргеным, участником программы «Время героев» в качестве персонального наставника. Юрген после успешного завершения первого модуля программы проходит стажировку в органах государственной власти республики под личным управлением главы Якутии. Айсан Николаев и Игорь Юрген наметили план на следующий период стажировки, который включает в себя участие в совещании главы Якутии, руководителей региональных органов власти, знакомство с предприятиями республики. Между тем, увеличилось в последнее время количество желающих поступить на военную службу по контракту. При обращении в пункт отбора у гражданина уточняют наличие военно-учетной специальности и его уровень образования. Следом назначают должность. Отмечу, что при участии в специальной военной операции военнослужащий получает статус ветерана боевых действий и соответствующие льготы и гарантии. Помимо социальных льгот и гарантий, при заключении контракта на срок от 1 года и более бойцу назначают единовременную денежную выплату по указу президента в размере 400 тысяч рублей, а также выплату от правительства республики 450 тысяч рублей. В настоящее время граждане, которые поступают на военную службу по контракту в Вооруженные силы Российской Федерации, имеют социальные льготы и гарантии. Основные из них – возможность приобретения жилья за счет Министерства обороны Российской Федерации через накопительную ипотечную систему, бесплатное обследование и лечение, страхование жизни и здоровья за счет федерального бюджета, предоставление служебного жилья или компенсация за найм жилого помещения, а также высокооплачиваемый и стабильный заработок. В Якутии на уходящей неделе началась арктическая навигация для доставки грузов в районы по рекам Яна, Индигирка, Колыма и Анабар, а также морским путем по морю Лаптевых. В этом году арктическая навигация, благодаря благоприятным погодным условиям, открылась на 10 дней раньше. В навигацию планируют завести более 350 тысяч тонн. Из них уголь 170 тысяч тонн, нефть 48 тысяч тонн, 11 тысяч тонн газоконденсатного топлива, 107 тысяч тонн нефтепродуктов. Также около 2 тысяч тонн продовольственных товаров и 15 тысяч тонн продукции производственно-технического назначения. Отгружено порядка 175 тысяч тонн или 49% от плана. Доставлено на сегодня 38 тысяч тонн или 11% от плана. В том числе это по рекам. Отгрузка при плане 154 тысячи тонн, это по реке Яна у нас составляет 73 тысячи тонн. Индигирка, план составляет 53 тысячи тонн, отгружено 29 тысяч тонн. По реке Колыма план составляет у нас 77 тысяч тонн,
На сегодняшний день отгружено 51 тысяча тонн. По нацпроекту «Безопасные и качественные дороги» в Якутске идут работы на 21 объекте общей протяженностью более 30 километров. На реализацию проекта предусмотрено почти 2,5 миллиарда рублей. С ходом работы знакомился первый вице-премьер Дмитрий Садовников. Александр Хавренко продолжит тему. Сразу на 21 объекте дорожных сетей Якутска идут работы по ремонту и строительству дорожного полотна. Рабочие стараются успеть до завершения строительного сезона. На многих участках работы идут с опережением графика. По остальным же стоит задача завершить до конца октября. Работы ведутся на всех объектах, 21, согласно разработанному графику процесса работ. В данное время находимся на участке Бестужева-Марлинского, на участке Богдана-Чижика до Федора Попова. Ведутся работы по устройству водоотводных лотков. Работы ведутся также по подготовке основания земполотна. Работа начнется с начала июля. Срок окончания, согласно контракта, 31 октября. Мы планируем работу завершить по асфальту в конец августа, это ниже слой. Сегодня часть объектов по строительству дорог посетил заместитель председателя правительства Дмитрий Садовников. В целом, работой дорожников зампред остался доволен. Все материалы доставлены, техника и рабочие на объектах в нужном количестве. Также Дмитрий Садовников проверил ход строительства 3 социальных объектов. Детский сад и спортивный комплекс в будущем микрорайоне «Спортивный» могут быть не сданы в установленный срок из-за проблем с расселением людей из домов близ строительных площадок. Также неудовлетворительно обстоит дело со строительством крытого ледового катка в микрорайоне «Звездный». Конечно, ход строительства абсолютно не устраивает. Есть угроза срыва ввода этого объекта. Хотя здесь мы подписывались перед федеральным центром, что этот объект обязательно мы до конца года введем. Конечно, у подрядчика есть причины на это, отсутствие средств. И мы в этом плане идем, считаю, с опережением. И будем подрядчика, как говорится, взбадривать, чтобы этот объект он ввел своевременно. Для контроля за ходом работ Дмитрий Садовников поручил курирующим министерствам дважды в неделю посещать строительные площадки и сам пообещал чаще приезжать на объекты и наблюдать за продвижением строительства. Александр Хавренко, Джулус Иннокентьев, Якутск. Льготы на транспортные услуги в сфере образования, досуга и культуры – это лишь часть мер поддержки многодетных семей. В Якутии расширены меры поддержки семей, у которых 3 и более ребенка. Подробности у Даяны Федоровой. На сегодняшний день в Якутии проживает более 34 тысяч многодетных семей, в которых воспитывается более 110 тысяч детей. По сравнению с 2020 годом количество семей увеличилось на 3 тысячи, что, безусловно, требует государственной поддержки. Я считаю, очень даже полезно и очень даже нужно. На строительство домов дают, вот, допустим, и сельскохозяйственную вот эту вот ипотеку дают. Тут есть у нас программа. Ну, конечно, стоит продолжать. Тяжело же семьям жить многодетным. Поэтому, конечно, правильно это все делается. И это не все, чем помогут многодетным родителям. С началом нового учебного года будут введены бесплатное горячее питание и проезд в общественном транспорте. Помимо этого будет предоставлена льгота по оплате жилья и коммунальных услуг в виде выплаты в размере 30% от платы на все жилищно-коммунальные расходы. Заявление нужно подавать 1 раз в год. Если размер полученной выплаты ниже 30% от фактических расходов, то производится перерасчет при следующем обращении. Выплата предоставляется без учета доходов многодетной семьи, но сумма выплаты будет учитываться в доходе семьи при назначении других мер поддержки. Еще одно важное нововведение. Обучающимся по программам СПО полагается выплата в размере 50 тысяч рублей. Основные требования – статус многодетной семьи, возраст обучающегося до 23 лет, а также очная форма обучения на платной основе. Основным также требованием для того, чтобы получить компенсацию, является то, что обучающийся учится на перспективной или востребованной на рынке труда специальности или профессии. Перечень таких востребованных и перспективных специальностей утверждается отдельным постановлением правительства республики. Заявление на получение всех этих льгот и выплат можно будет подать электронно через госуслуги, а также лично через МФЦ. Все меры социальной поддержки заработают с 1 сентября текущего года. Также хочу отметить, что внесены изменения в закон Республики Саха-Якутия о статусе многодетных семей, в соответствии с которым подтвержден бессрочный статус
многодетных семей на территории нашей республики. Меры поддержки будут продолжены. Напомним, что с 1 января следующего года будет запущен новый национальный проект «Семья». Он будет направлен на поддержку молодых, многодетных семей и граждан старшего возраста. Даяна Федорова, Станислав Потапов, Якутск. В прошлом году бригада якутских офтальмологов установили рекорд по количеству выездных операций. Медики вернули зрение более 1500 жителей 19 районов региона, в том числе и арктических. А передвижной комплекс впервые пересек полярный круг. В эти дни выездная бригада Республиканской офтальмологической клинической больницы в составе 2 врачей, хирургов и операционных сестер работает в Южной Якутии. Завершили операции в городе Тамоти Алданского района, затем отправились в Нерюнгри. Мы продолжим подводить итоги минувшей недели после небольшой паузы. Оставайтесь с нами. Продолжаем подводить итоги недели в эфире «День за днем». Правительство России дополнительно направит более 1 миллиарда рублей регионам Дальнего Востока на реализацию планов развития центров экономического роста. Якутия получит свыше 114 миллионов рублей. Благодаря федеральному финансированию за последние 6 лет в регионах Дальнего Востока построены и отремонтированы сотни объектов социальной, инженерной, городской, транспортной инфраструктуры, в том числе детские сады, школы, больницы, поликлиники, спортивные сооружения, дороги и котельные. Сибирский осетр – одна из самых крупных и ценных видов рыб. Находится под угрозой исчезновения. Для того, чтобы увеличить популяцию этого вида, якутский филиал главрыбвода уже который год приумножает его. В этом году мальки сибирского осетра празднуют новоселье в местности Улаханан Хангаласского района. Подробнее расскажет Даяна Федорова. Подготовка к зарыблению началась еще в июне этого года. Икру сибирского осетра добыли в Кобяйском районе из устья Вилюя. Каждая икринка прошла 2-недельный инкубационный период, а затем специалисты готовили их к новым условиям. Прежде чем отправить мальков в большое плавание, нужно их подготовить к температуре за бортом. В специальных резервуарах заливают холодную речную воду, а также измеряют вес каждого малька. Один малек в среднем весит чуть больше 1 грамма. Таких мальков называют мелкая рыба. Известно, что мелкая рыба лучше всего уживается в большой среде. Сперва базировались в Кобяйском районе, где устье реки Вилюй. Там, получается, сперва у нас работа была отлов производителей сибирского осетра, потом закладка икры, потом инкубация и перевозка оплодотворенной икры до базы Улаханан. Место, куда выпускают сибирского осетра, было выбрано не случайно, ведь именно здесь, местности Улаханан, чистейшая вода, которая отвечает всем требованиям. Немаловажным является и температура воды в момент выпуска. Сейчас она составляет плюс 23 градуса, ну а температура воздуха плюс 27. Это именно те условия, когда рыбкам комфортно уживаться на новом месте. Зарыбление более 250 тысяч мальков сибирского осетра проходит под контролем представителей Росрыболовства. В следующем году специалисты планируют выращивать и другие виды рыб, а также наращивать производственные мощности до 660 тысяч мальков. В планах в будущем искусственным воспроизводством сиговых видов рыб. То есть это чера, получается, да. В следующем году мы уже осенью будем получать икру. И будем инкубировать ее уже в зимний период, чтобы весной получить личинки и выпустить их тоже. Популяция царской рыбы из года в год сокращается. Зарыбление реки Лены – это серьезный шаг в сторону сохранения биоразнообразия и улучшения экологической ситуации в Якутии. Ну а пока этим молодым сибирским осетрам нужно будет освоиться в новом для них доме. Даяна Федорова, Айсен Тарасов, Улаханан, Хангаласский улус. В Ленске представители района и городской администрации, а также руководители Россельхозбанка рассказали жителям Чанчика о возможности газификации их населенного пункта и льготах, предоставляемых государством. На собрании побывала и наша съемочная группа. Микрорайон Чанчик-Дальний. Сегодня здесь собрались и жители ближнего Чанчика. Поводом стало собрание, на котором обсуждался вопрос газификации их микрорайонов. До сих пор газ не был подведен в дома из-за недостаточного поступления заявлений в Саха-Трансгаз от жителей. Подать его должны не менее 15 человек. Только в этом случае газовые сети предприятия проложат до отдаленных микрорайонов. Цель сегодняшнего собрания была, конечно,
поговорить о том, чтобы газифицировать данные микрорайоны, развивать этот сектор, потому что здесь у нас находятся и социальные объекты, ну и, конечно, развитие нашего города без учета данных микрорайонов, считаю, невозможно. Заинтересованных мероприятием было много. Желающих подвести газ в свои дома тоже хоть отбавляй. Но, к сожалению, не все попадают по льготные условия. А без поддержки, признаются жители, не каждый сможет позволить себе это удовольствие. Газ, в первую очередь, конечно, очень хочется иметь, потому что все зависят от отопления, естественно, здесь. Мы не попадаем по льготной, к сожалению, да, но, по крайней мере, сказали, что можно взять под очень низкий процент кредит. Мы понимаем прекрасно, что нужно самим двигаться. Не может же администрация полностью обеспечить бумагу туалетную купить, да, грубо говоря. Поэтому кто хочет, тот подключит. Кто не может, помогут. Девушка не знала о действии льготного кредитования. Говорит, обязательно воспользуется. Управляющая банка подробно рассказала жителям об условиях программы и предложила помочь тем, кому необходимо. Эта субсидийная программа привлекает тем, что он 3,25% годовых. Срок выбираете от 6 месяцев до 60 месяцев. Да? Сумма от 30 тысяч до 700. То есть эти 700 тоже можно будет увеличить до 1 400 000. Максимальная сумма. Да? Эта сумма вполне, мне кажется, подъемная, да, чтобы какие-то масштабные уже ремонты себе запланировать. А вот Олеся Лучина попадает под все предоставляемые льготы. Она многодетная мама. Здесь на Чанчике у женщины дом, который она получила после наводнения 2001 года. Но проживает Олеся с детьми в благоустроенной квартире. Если бы был в доме газ, она бы давно уже переехала. Если был бы газ, я бы уже переехала в свой дом. И почему я приехала? Да, если есть помощь от администрации района, что нам подключат все оборудование, то мы с удовольствием переедем с детьми сюда. Здесь очень хорошо, природа, свежо. Рядом лес, грибочки, ягодки. И плюс газификация мне будет очень легко. Не буду мучиться с дровами. Не хочется мучиться с дровами. Мы должны же войти, живем в 21 веке, но ходим по газу, а газов дома нету. Напомним, единовременную выплату в размере 150 тысяч рублей могут получить малообеспеченные и многодетные семьи, одиноко проживающие пенсионеры, семьи участников СВО и ветераны боевых действий. В Ленске подключены к газу более 260 домов. В следующем году начнется газификация поселений Мурья, Бичинча и Батамай. Светлана Балеева, Алексей Семенов, Ленск. Устройство, которое может спасти жизнь многодетным семьям в поселке Жатай, устанавливают автономные дымовые пожарные извещатели. Инструкторы и специалисты администрации активно работают над оснащением домов. Для чего нужно устройство и почему они так важны в каждом доме, узнаем в сюжете Дарьи Короленко. И непосредственно это у нас котел газовый. Нет этих. Многодетная семья Злобиных недавно приняла важное решение – установить автоматическую домашнюю пожарную систему в своем частном доме. Эта установка стала значимым шагом на пути к обеспечению безопасности и комфорта для всех членов семьи. Мы согласились обязательно, потому что семья многодетная, дом двухэтажный, не дай бог что случится, чтобы быть готовы к разным ситуациям. Тем более датчики срабатывают в ночное время. Тоже хотим быть в безопасности всегда. Современное устройство включает в себя датчики дыма и температуры, системы оповещения и в некоторых случаях автоматическую систему тушения пожара. Само устройство устанавливается на потолке или стенах и не требует дополнительного оборудования для ее установки. Единственное, требуется не реже 1 раза в год сдувать с нее пылинки и менять батарейки. Процесс установки извещателя обычно начинается с консультации инструктора. Специалисты проводят аудит дома, определяют наиболее уязвимые места и размещают датчики. Важным этапом стало обучение всех членов семьи действиям в случае срабатывания сигнализации. Принцип работы таких извещателей направлен на определение частиц дыма в воздухе. При срабатывании детектора дыма извещатель издает громкий пронзительный звук, способный разбудить спящего человека и привлечь внимание окружающих. По состоянию на 1 августа 2024 года в Якутске и его округах зарегистрирован 451 пожар. В связи с этим в рамках акции «Предупреди пожар, установи АДПИ» администрация Жатая передала 120 штук пожарных извещателей семьям. Дарья Короленкова, Семен Семенов, Якутск.
Управление Роспотребнадзора по Якутии с 2022 года фиксирует рост обращений граждан на засилье грызунов в столице республики. Следствием увеличения популяции стало уменьшение количества естественных врагов грызунов. Излюбленными местами их обитания являются контейнерные площадки, территория под многоквартирными домами, а также придворовые территории. Наличие грызунов может стать проблемой для здоровья, ведь они переносчики кишечных, вирусных и бактериальных заболеваний. При поступлении таких обращений мы отрабатываем с управляющими компаниями, с пунктами общественного питания и торговыми объектами, ну, что называется, вот, точечно, да. И хочется отметить, что тут необходим комплексный подход, ведь хозяйствующие субъекты, эксплуатанты и владельцы вот контейнерных площадок, полигонов твердых коммунальных отходов, пляжей, парков должны при наличии грызунов проводить дератизационные мероприятия, которые направлены на профилактику инфекционных и паразитарных заболеваний. В железных дорогах Якутии у меня появилась цель. Так говорит Михаил Воронцов о трудовом пути и о спорте, который помогает сосредоточиться и делать жизнь ярче. Накануне Дня железнодорожника с героем следующего сюжета встретился Руслан Павлов. Взваливать на плечи тяжелый груз – хобби для Михаила Воронцова. Призер всевозможных чемпионатов по пауэрлифтингу точно знает, чем больше мы себя нагружаем, тем благотворнее это отражается на всех гранях нашей жизни. Спорт – это все-таки дисциплина. Это дисциплина, это самодисциплина, это возможность, как и в спорте, так и в работе находить то удовольствие, которое приносит результат. Многочисленные спортивные награды Михаил Александрович хранит в рабочем кабинете рядом с производственными. Полжизни Воронцова связана с железной дорогой, а точнее с локомотивным хозяйством. К железным дорогам Якутии у Михаила особое отношение. Рост, со скоростью, которой растет железная дорога Якутии, процветает, растет, взрослеет. Сравним только с бамбуком, потому что скорость невероятная, перспективы огромные. Невооруженным глазом видно, как растет дорога, как растут кадры, как они взрослеют. Когда из инженера уже вырастают заму, начальника службы, это о многом говорит. Это те кадры, которые воспитаны здесь, именно на железной дороге Якутии. Это не пришлые, это не взятые откуда-то, это уже свои кадры, выращенные здесь. К харизматичному Воронцову тянется молодежь. Богатый производственный опыт он передает не скупясь, наполняя уверенностью молодые горячие сердца. Михаил Александрович человек такой с большим опытом, очень грамотный. Если какие-то моменты происходят, он может и пошутить, с хорошим чувством юмора. И, конечно же, по работе всегда поможет, всегда подскажет, чтобы урегулировать все вопросы, все было четко и, как говорится, гладко в работе. На таких профессионалах зиждется железная дорога Якутии, что отражается на производственных показателях и не только. В ЖДЯ бережно относятся к кадрам, создавая комфортные условия для труда и жизни. Компания строит много жилья как для своих нужд, так и для нужд территории своего присутствия. Мы, получается, уже вводим, по-моему, если не ошибаюсь, 6-й или 7-й дом именно в городе Алдане. Вообще по району уже больше 20 домов. И с каждым годом, что радует, качество строительства, конечно, повышается. В будущем году железные дороги Якутии отметят 30-летний юбилей, подготовка к которому начинается уже сегодня по всем направлениям. Руслан Павлов, Александр Лукин, Сергей Шипачев. Алдан. А в столице Южной Якутии появится второй парк. Срок реализации проекта 2 года. Напомним, что в прошлом году Нерюнгри победил во всероссийском конкурсе лучших проектов. В качестве приза город получил 150 миллионов рублей на строительство культурного парка. Подробности расскажет Екатерина Павлова. В самом центре города совсем скоро будет построен культурный парк. Новое современное общественное пространство, которое станет местом притяжения жителей и гостей Нерюнгринского района. Это будет второй парк города Нерюнгри. Это тот парк, который украсит наш город. Это тот парк, который будет являться гордостью нашего города, района. В том числе все привыкли, конечно, к этому небольшому скверику. Он будет обновляться. Конечно, он будет сейчас загорожен, он будет недоступен. Мы постараемся сделать для жителей города все удобно, чтобы не было никаких переграждений, чтобы не было никаких перегородок, препонов и так далее. Но эта зона пока это
локация будет пока закрыта. Подготовительные работы к строительству культурного парка уже начались. Установлены ограждения. В ближайшее время здесь будет проводиться демонтаж старого покрытия, плитки, бордюров, а также обновление опор освещения. Начаты работы подготовительные, земельные, это отсыпка грунтом, траншеи под сети электроснабжения, установка опор освещения должна нам в этом году выполнить эти работы. В этом году мы решили пока не трогать сквер матери и ребенка, а там начать демонтаж уже на следующий год. Парк спроецирован вокруг Центра культуры и духовности и разделен на 3 зоны. Тихий сквер, событийная аллея и активная зона. В проекте представлены выставочная зона, световые арт-объекты, кафе, сцена с амфитеатром, а в сквере матери и ребенка будет размещено современное игровое оборудование. И уже через 2 года это место станет не только зоной отдыха, но и имиджевым и функциональным пространством для всех жителей и гостей города Нерюнгри. Ирина Жданова, Вадим Барашков, Нерюнгри. Такое увидели уходящую неделю наши корреспонденты. Это была итоговая программа «Якутия день за днем». Мы продолжим следить за развитием событий в республике и за ее пределами. Ну а я с вами прощаюсь. Всего доброго и до встречи в эфире.